Глава республики Айсен Николаев объявил 2024 год в Якутии годом детства. Каждый ребенок достоин счастливого детства, тепла и любви. 117 особенных детей, достойных счастливого детства, проживают сегодня в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района в единственном госучреждении данного типа в Якутии в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания. 218 взрослых сотрудников детского дома здесь не просто решают задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов. Они заменяют им родителей и становятся самыми близкими друзьями для своих воспитанников. Глава этой большой семьи Оксана Гнилевская в должности директора детского дома находится больше года. Сфера выбрала меня. Первый раз я пришла в детский дом просто воспитателем. Это был 2000 год. Отработала я 9 лет. После пути сложились так дороги, что я работала старшим воспитателем в Томодском психоневрологическом интернате. И вот 13 лет спустя я вернулась в данное учреждение, только уже в должности руководителя. Наверное, все-таки по зову сердца. Первое звено принятия ребенка в детский дом – социальная служба, через которую проходит каждый ребенок. Самое первое я и медики. Ну и вот, в общем, собираем все документы на ребенка, на родителей, паспорта, СНИЛС, свидетельство о рождении и приступаю к работе, то есть к оформлению личного дела. На каждого ребенка есть свое личное дело, там есть вся важная информация. Социальные педагоги учреждения и еще и организаторы культурного досуга. Я занимаюсь мероприятиями для детей, выезд детей в другие учреждения для проведения праздников. Да? То есть это ДК Пушкина, потом также выезжаем в бассейн Ирчин. Наши дети там постоянно ждут и рады каждую неделю. Также наши дети занимаются в Центре развития творчества и юношества ЦРТДЮ. Выезжаем и каждую неделю также. Ну и здесь по месту, то есть организация дискотек, каких-то мероприятий, каких-то праздников именно для детей. Любой выезд для наших детей – это уже праздник какой-то. Все равно новые люди, новые знакомства для детей. То есть детей мы социализируем, чтобы также в том обществе, в обществе, чтобы их воспринимали уже как равных. Для этого идет все у нас. Всем нужны не только зрелища, но и хлеб. А дети особенно любят вкусно поесть. Для этого в детдоме организованно работают специалисты по спецпитанию. У нас разработано 14-дневное меню на детей. Это обязательно, чтобы было распределение продуктов и блюда не повторялись. А есть еще дополнительные лечебные столы, которые детям у нас зондовики на энтеральном питании находятся. Они получают белковые смеси дополнительно и протертое питание. Дети есть, которые получают 5-й стол, 4-й стол по заболеваемости. Поэтому на каждого разработано отдельное меню, и им выдается согласно этого по рекомендации врачей. Сегодня в учреждении разрабатывается новое меню, соответствующее всем нормам и стандартам. Новое меню у нас идет для разнообразия, для новых впечатлений. Это новые вкусовые качества. Ближе стараемся быть к домашней кухне. Каждое подразделение детского дома в отдельности и совместно решает комплексные задачи по оказанию квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи детям. Основной ведущий диагноз у нас психиатрический – это умственная отсталость разной степени тяжести. Плюс остальные диагнозы сочетанные. Их много у каждого ребенка. Мы занимаемся медицинским обеспечением сопровождения детей по медицинской части. У нас, получается, работает 77 младших медицинского персонала, 26 – это средний медицинский персонал, 2 педиатра, 1 невролог, 1 психиатр. Как и во всей сфере здравоохранения Нерюнгринского района, здесь также отмечен кадровый голод. Учреждению не хватает специалистов, медицинских работников. На сегодняшний день у нас открыта вакансия врача-педиатра, врача-реабилитолога, врач-психиатр и врач-нарколог являются внешними совместителями, а очень бы, конечно, хотелось, чтобы данные специалисты были в нашем учреждении на постоянной основе. В результате совместных усилий всего персонала становится возможным наблюдать положительную динамику развития детей с проблемами здоровья. Это у нас девочка Диана, синдром Дауна, это у нее основной диагноз. Сейчас у нас тема идет коррекция плоскостопия и коррекция осанки. Основные упражнения это у нас на фитболе, чтобы спинку расслабить, чтобы укрепить спинку. Детки, в принципе, все понимают, большую часть упражнений выполняют сами, уже знают, что делать.
В учреждении есть отделение милосердия. Здесь проходит медико-социальная реабилитация детей-инвалидов, находящихся на постельном режиме. Дильнара Бельгажуева посвятила отделению милосердия всю себя и работает здесь уже почти 30 лет. Как мама, уже знаем этих детей, у кого на что характер какой, что они хотят, что этого требуют. Мы уже их понимаем с полуслов, как бы можно сказать. Здесь находится 13 детей, один сегодня госпитализирован на операцию. На этой половине лежат у нас дети-зондовики и со стомой, с гастростомой. Они здесь находятся круглосуточно, дежурит медсестра круглосуточно. И 2 младших медсестер тоже работают круглосуточно. Приходят с ними, занимаются дефектологи, воспитатели занимаются. Ну, вот так день проходит у нас. Время от времени перекладываем их в манеж, то бишь, чтобы местоположение менять. Лечение получают по назначению врача, ну и кормимся. Детский дом открывает двери для всех неравнодушных людей, которые хотят помочь детям и просто пообщаться с ними. Мы стали более доступны. Благодаря госпабликам, которые у нас ведутся ежедневно, еженедельно обновляется информация. И мы открылись для жителей Нерюнгринского района. Наши двери открыты, к нам приходят в гости, мы общаемся, мы отвечаем на вопросы. И за год работы, вот за временной период года, у нас появилось огромное количество друзей. Это просто жители Нерюнгринского района. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы им сказать огромное спасибо за их помощь и внимание к нашим детям. Это проведение акции в детском мире в магазине, где принимают участие все жители Нерюнгринского района. Огромное спасибо и низкий вам поклон. Много организаций стали с нами сотрудничать, индивидуальные предприниматели. Компании, крупные компании. Кроме того, ведется большая работа по введению в реабилитацию детей всех возможных новых проверенных технологий. Так в детский дом был приглашен изобретатель Юхан Гросс, который установил уникальные тренажеры для детей-инвалидов. Детки у нас особенные, и деткам очень нравится заниматься так, как они в этом тренажере видят другой мир. В учреждении установлено 3 тренажера на группах с маломобильными детьми. Это новая технология двигательной реабилитации детей с тяжелым диагнозом детский церебральный паралич. На тренажере занимаются детишки по рекомендации врачей, совместно со специалистами АФК, ЛФК, совместно с массажистами. Уникальность тренажера состоит в том, что он обеспечивает вертикальное положение тела при реабилитации больного даже с тяжелыми нарушениями функции опорно-двигательного аппарата при любой физической деятельности. Мы начинаем с разминочки. У нас где-то полчаса идет разминочка. Потом мы полчаса занимаемся, у нас есть комплекс упражнений, и мы начинаем по этому комплексу с детьми заниматься. Изобретатель Юхан Гросс сам доставил свои тренажеры в детский дом и в течение нескольких дней проводил для сотрудников обучение. На самом деле кажется, что конструкция такая незамысловатая, но очень сложно усадить туда ребенка, очень трудно вот эти все крепления перецеплять, там много резинок разной жесткости. Очень такая работа, как бы не каждый смог бы. Нужно быть еще физически подготовленным, вот, и не причинить вред ребенку, не сделать, не дай бог, больно. Опыт показывает, что в 90% случаев после применения данной методики появляются самостоятельные движения, ранее не наблюдавшиеся у ребенка. В половине случаев активируется развитие эмоционального и речевого общения. Кроме реабилитации, дети здесь просто живут. Это их дом. И для их интересного и безопасного досуга день и ночь работают воспитатели. В 4-й группе живут самые маленькие детки, при взгляде на которых нельзя не умилиться. У меня вообще любовь к детям с детства. Я сама росла в приемной семье, как говорится. У меня с детства я люблю эту профессию, выбирала эту профессию именно воспитателя. Отучилась конкретно на таких детей с отклонениями в развитии. И поэтому пришла работать. Люблю ребятишек, люблю свою профессию. Да. Воспитателям помогают младший медперсонал, среди которых отзывчивые и ответственные сотрудники. Уход за детьми, уборка, покормить деток, ну и так далее. Но уже за такой срок привыкла, уже они как родные. 18 ребят из детдома посещают школу в поселке, 3 детей ходят в детский сад, а девочки – это особое украшение детского дома. Спинку выпрямляет и девочка. Выпрямляем спинку, красиво, выпрямляемся. И идем. 1, 2, 3,
4. Сотрудники детского дома, отдающие свои силы, душевное тепло и внимание детям, радуются вместе с ними, видя, как совместные труды дают положительный результат. Старшие девочки у нас помогают нам всегда. Вот сегодня София у нас гладила, разбираем стирку. По воскресеньям у нас проходит баня. Получается, в понедельник нам приходит белье с прачки, мы вот получаем, девочки у нас его разбирают. София одна у нас пока учится гладить. Еще полностью сама не умеет, но пытается, старается, желание есть. Девочки очень любят готовить, да, Софа? Ходите, что вы готовите? Мы готовим оливье делали, да? Оливье делали, Качайся красиво, стой. пиццу делали. Пиццу, горячие бутерброды, да, любите Горячие делать? бутерброды делали. А недавно вы кушали макароны по-флотски. Вы делали? Да. Макароны по-флотски делали. Готовить девочки у нас очень любят, да? Разнообразные салаты. Это мы умеем. Будущие хозяйки. Мальчишки, живущие здесь, очень подвижны, эмоциональны, каждый со своим характером, что требует немало терпения и особого подхода от взрослых. Мальчики у нас взрослые, более подвижные, ходят, часто гуляем, ходим на горки, в зимнее время. В летнее время также ходим в походы, на прогулочки по Сербору, допустим, на горки, в магазин, разумеется. В группе у нас занятий, конечно, много. Мы и рисуем, и поделки делаем различные. Многие дети пазлы, конструкторы собирают. У каждого ребенка свои увлечения. Так 14-летний Рэлхан очень любит компьютерные игры. Тут графика очень классная для моих первых глаз, когда я в детстве в нее играл. И в детстве я не умел в эту игру играть. Потому что у меня в детстве он был очень слабый компьютер, который мы вскоре продали. У детей воспитывается привычка трудиться, заботиться о себе и окружающих, быть полезным в обществе. В детском доме сегодня поселилась радость и надежда на светлое будущее, которое заслуживает каждый ребенок.